Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что у мужчины происходит с любовницей, что там у них, как. Да и вообще, чем все это закончится. Сделаю я вам отсыпку, и в конце на оракулах мы как итог подведем, да, посмотрим, что будет с ним, что будет с ней и что будет с вами. Поэтому, мои хорошие, настраивайтесь, загадайте на себя, на мужчину и на любовницу. Если знаете имя, шикарно. Если не знаете, просто обозначьте ее как любовница. И давайте посмотрим. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, непростая ситуация. Здесь дело нечисто, сразу видно. Не любовь это, девочки, не любовь. Абсолютно не любовь. Здесь какая-то грязь, муть. Что-то здесь произошло. Да, 100%. Не просто так он с этой любовницей тягается. Так, но будем разбираться. Давайте пойдем изначально. Мужчина. Ваш мужчина. Вот он, пожалуйста, красавец в центре. И смотрите, как противно вышло, да, вот он в центре стоит, на руках, вот именно ее держит, она у него на руках пляшет, да, он для нее как подставка, на нем она стоит. Это их ситуация в данный период времени. Так, мужчина, в принципе, неплохой был мужик, но что-то с ним случилось, вот как заблудшая овца, знаете, как в последний момент, а в какой-то момент просто сбился с праведного пути. У него и голова хорошо работает, и руки с правильного места растут. И так он вроде хорошо воспитанный, приличный. Но вот прям потянуло его туда, на запретные плоды, на всю эту грязь, пакость и мерзость. Девочки, ну тут подойдет тем, кто в браке, либо кто с мужчиной долго жил, ну вот как муж с женой жили. Вот, и тут он у вас загулял. Так, была ли у него склонность изначально? Нет, не было у него такой склонности. Он жил какими-то идеалами, там, чести, достоинства. На него кто-то очень сильно повлиял, девочки. Тут влияние чувствуется просто колоссальное, как две волны влияния было. Одно влияние, это значит, там, знаете, как друзья, там, приятели, может быть, на работе мужики, знаете, как начали потрунивать, ой, ты там и женщин не видел, то ты такой-сякой, вот смотри, я гуляю направо-налево, 3 жены, там 10 любовниц, там в каждом, как говорится, там кабаке меня ждут, все, значит, эти гулящие женщины, все меня знают, как своего принимают. Вот, тут первый момент влияния произошел, и второй момент влияния, это как с глаз. Вот с глаз и все. Вот что хотите со мной делайте, но мне идет, что его поглазили. Поглазили, и причем в таком ключе. О, мужчина приличный, значит, там не пьет, не гуляет, жену не бьет, деньги зарабатывает, да, старается. Ой, какой хороший мужчина. Ой, как же этой женщине повезло, что она себе такого, значит, мужика нашла. И все, понимаете, дурной глаз лег, и давай, значит, вашего мужичка разрушать. А тут еще это влияние друзей. И понеслось-поехало. Так, да, я его не оправдываю. Не думайте, я его не оправдываю. Да, влияние влиянием, глаз глазом, но человек до конца должен оставаться человеком. А если он превращается в поросенка, ну так извините. Извините, тут над собой тоже нужно работать. Значит, девочки, у мужчины какая-то пошла неудовлетворенность жизни, тоска и какие-то неудачи тоже его подтолкнули к такому поступку. Неудачи, может быть, в каких-то делах, в каких-то его мечтах, вот чего-то хотел добиться, заработать, как-то вот о себе заявить миру. Да, мир, посмотри, вот он я, вот мое имя, вот они мои результаты. А не получилось. И стал он, девочки, чувствовать себя, ну, прям совсем уж неудачником, абсолютным неудачником.
И, как говорится, захотелось геройства, захотелось хоть кому-то что-то доказать, что я хоть что-то где-то могу. Вот что произошло. Здесь я и вас вижу. Вас вижу. Я сейчас вещь такую скажу, обидную. Вот понимаю вот головой, что обидная, но я должна вам сказать правду. Вы для него были уж слишком хорошей, слишком идеальной. Вот это холила, лелеяла, нянчила, все его там капризы исполняла. Он только бровь поднял, а вы уже рядом. Что ты хочешь, чем услужить, что для тебя сделать, там, подушечку, там, горяченькая, там, свеженькая. Понимаете, девочки, вот, разбаловали, ему стало скучно, ему стало пресно. Вот, и да, вот потянуло на приключения. Что бы он там вам ни говорил, какие бы он причины вам ни называл, поверьте, вы просто идеально были для него. Идеальная женщина. Господи, да, я не знаю, миллионы, миллиарды мужиков мечтают о такой женщине. А ему, видите, наскучило. Видите, ему перцу подавай. Вот, хочется соленого, перченого, острого, да, запретного хочется, захотелось ему. Так, плюс вы еще немножечко, девочки, в интимном плане. Вы простите, конечно, за эти подробности, но кто как не я. Ну, должна, просто как обязана вам сказать. Вы очень сдержанная, очень сдержанная. Может быть, вы пуритански воспитаны, может быть, он виноват, не раскрыл вашу эту женскую сексуальность, да, энергию. Понимаете, ну, стесняетесь, там, такая вы, понимаете. Вот. Это тоже причиной стало. Не основной, конечно, но тем не менее. Вот. А та, кто рядом с ним сейчас, она, знаете, какая? Оторви и выброси. Она вообще женщина с низкой социальной ответственностью. Да? Она, может, у кого-то прямо отыграется, что еще и проституцией зарабатывала, на содержаниях была, там, может быть, там, совсем молодые годы и даже ну, действительно работала и этим местом себе зарабатывала. Вот. А у кого-то прямо отыграется, что она еще и, скорее всего, в каких-то, ну, я не знаю, там, клубах в этих выступала, может, там, в фильмах для взрослых снималась. Ну, вот у нее там порядочный опыт, девочки, порядочный. Вот. Поэтому, конечно, в этом плане она его и приманила, как говорится, на сиськи-письки и взяла. Вот. Вы на уход, на любовь, а она на сиськи-письки. Понимаете, в чем дело? Вот какая разница. Вот. То, что было у вас с ним, так это, извините, святая любовь. А то, что у него с ней, так это грязь грязная. Понимаете, разврат, ужас и извращение. Вот что там происходит. Почему он с ней? Она, кстати, на лицо не очень. Не очень. Вот как я вижу, абсолютно не очень. Вы гораздо лучше. Вы и милее, и красивее. И у вас такая вот прям изысканная красота. Вот хочется прям смотреть, засмотреться в ваше лицо. И голос у вас необычный, и повадки у вас такие вот прям как лебедь, да, царица-лебедь. А она нет, она такая хабалка, грубая. Вот у нее что-то есть в лице такое прям отталкивающее. Ты смотришь, думаешь, фу, какая гадость. Но она вот берет именно своей вот этой сексуальностью, своей этой развязностью, своей этой свободой. Понимаете, в чем дело? А мужики, они ж, господи, они ж только вот, извините, пися и думать умеют, да? У них же как начинает там наливаться, дочесаться, все, голова напрочь отключается. Вот. Но она и подошла к нему сама, кстати, подошла. Он ее не искал, это она его нашла. Увидела, что мужичок-то порядочный, приличный, да, еще и с денежкой. Думает, а чего нет? Видит, что он скромный, что он в интимном плане не разбалованный. Вот. Ну и давай, девочки, перед ним задом крутить. Вот и все. Там раз покрутила, два покрутила, напоила. У него там проблема, он сам выпил. Господи, она там прям под него легла и все. И понеслась, понимаете, понеслась. С ней он чувствует себя героем, девочки. Вот эту свою ущербность, свои неудачи он закрывает с ней. Она же там, знаете, как умеет имитировать, ну, понимаете, да, о чем я. Вот. И он прям чувствует, что он самец от Бога. Да. Вот смотрите, какой я. Здрасте, овцы, здрасте, бык. Да, вот. Этим он утешается. Конечно, она для него пустая, абсолютно пустая. И кроме кровати между ними ничего нет. А поговорить даже не о чем.
поговорить. А наша хозяйка никудышняя, ничего не делает, только деньги у него берет, да на шмотки тратит, на всякие там телефоны, айфоны и прочее, понимаете? Вот. Вот то, что между ними, это временно, девочки, это временно, абсолютно временно. Если у вас есть подозрение, что она на него что-то делала, ну, у кого-то отыграется, что да, делала и привораживала, и на кровь, я вижу, он кому-то делали. Да, было дело. Насколько оно сработало, это другой вопрос. Вот. У кого-то прям 100% сработало, у кого-то так мимо прошло, да, чуть зацепило. Но тем не менее, было. Я вижу, что вы страдаете. Я вижу, что у вас прям в душе такая рана незаживающая, просто незаживающая. И прям кровоточит она у вас постоянно. Вы вот прям себя вините. Вы знаете, вот вижу, что кто-то из вас прям готов простить. Вот только приди, да, и я тебя прощу. Девчоночки, а как же вы жить с этим будете? Ну вот как вы будете смотреть в эти его глаза бесстыжие, каждый раз вот думать, да, что он там с какой-то девкой кувыркался? Как это будет? Вот скажите мне, пожалуйста. Горюшка, это просто горюшка, когда, ой, такой хорошей женщине такой, извините, мудак попадается. Так, девочки, кто прям тоскует, с ума сходит, бросайте все, идите в храм. Идите в храм, поставьте за его здравие свечку и закажите 40 уст. Вот, пусть за него помолятся, как за болящего, да, чтобы он выздоравливал поскорее. Смотрите, и вам легче станет, и его немножечко, да, тоже отпустит эта вся ситуация. Вот, пока видите, да, картина маслом, он там с ней, он... Там шабаш, девочки, там по-другому не скажешь, что у них происходит. Кстати, у кого-то отыграется, что она еще его и это... Не знаю, насколько на ютубе можно это говорить, но попытаюсь намекнуть, да, всякие запрещенные там эти штучки, препаратики, которые человека дурачком делают, да, вот они, скорее всего, вместе потребляют. Может, там курят, да, может быть, и там таблеточки, может быть, и что посильнее, это тоже может быть. То есть у нее сейчас цель максимально его к себе привязать, как говорится, выпотрошить, да, попользоваться, вот, и все, и до свидания. Прости, прощай. Вот, это ее цель. Его цель, ну, девочки, цели нет, оторваться. Просто оторваться, как говорится, нагуляться, напёхаться, насколько сил хватит. Вот. А там он не видит своего будущего. Он в такую яму попал, что спаси и сохрани. Так. Вот у кого-то отыграется, что свекровь ваша. Свекровь, может, не свекровь, может, сестра его, да, либо бабушка. Ну, женщина с его стороны тоже, вот как вы, очень переживает за него. Девочки, он когда от вас ушел, она так страдала, она прям сутками молилась, да, чтобы Боженька его простил, что он такую страшную ошибку совершил, и чтобы Боженька его вразумил, чтобы он к вам вернулся. Вот это есть. Не знаю, может быть, вы про это знаете, но кто не знает, я вам скажу. Прям ужас, вот что с этой женщиной было. До сих пор бедненькая в себя прийти не может. У нее, кстати, здоровье на этой почве пошатнулось. А видите, а ему нет дела. Ему он, видите, пися мешает. Ой-ой-ой, что в жизни делается. Так. Но смотрите, что я вижу. Эти отношения, они еще продлятся несколько месяцев. Сколько конкретно, я не скажу. У кого-то месяц, у кого-то 3, понимаете? Вот, чтобы не давать вам ложных надежд, несколько месяцев, девочки, несколько месяцев. Смотрите, мне вообще идет, что она его, не знаю, то ли покалечит, то ли чем-то заразит, то ли вот что-то его ждет, какая-то беда из-за нее ждет. Вот она как причина его какой-то беды, вот личного характера, да. Может быть, там он с кем-то подерется за нее, да, либо она его там подведет под какое-нибудь там нехорошее деяние. Вот. Он не только об нее обожжется, но он еще и жизнь свою об нее загубит. Понимаете, вот что идет. Она ему как...
ну как черное пятно, понимаете? Черное пятно. Вот прилипло, попробуй выведи его. Как только, девочки, у него закончатся средства, как только он не сможет оплачивать, скажем так, ее услуги, вот, она его выберет. Вот прям в чем есть, да, в чем мать родила, и за порог. У нее есть возможности, и я вижу, что за ней там еще куча мужиков стоит, у нее там связей, дай Боже. Вот, по вот этой интимной теме там все схвачено. Вот, может, даже сутенер у нее есть. Она его выставит. И он, значит, покалеченный, проблемный, больной, да, попрется к вам. Ну, прям пойдет, вот, как, знаете, как лунатик, да, к вам домой пойдет. К вам домой, да. Будет проситься, будет умоляться, что он только не будет делать. Вот. А вы уже будете решать. Вы уже будете решать, как с ним поступить. Но лично я вам не рекомендую этого мужчину. Он очень грязный выходит, невероятно грязный. Я вам еще вначале сказала, что очень мутно все. У него энергетика, ну, просто испорчена. Войдет в ваш дом, испортит все вам. Испортит вас, испортит детей ваших. Вот, у меня даже ИЗА начался, вот правду говорю. И испортит все на свете. Уйдет удача из дома. Вы его домой не пускайте. Даже если просить хотите, вы его домой не пускайте. Пусть он какое-то время где-то поживет. Где-то. И вот прям пусть идет, искупается, причащается, лечится, девочки. И вы его, пока святой водой не окропите, дом вообще не подпускайте, да, не впускайте, не подпускайте к дому, к детям не подпускайте. Ну, он весь какой-то прям пропитанный негативом, заразный, и прям от него фонит негатив, понимаете? Вот мне очень не нравится, очень. Если он в ваш дом войдет, он все там заразит. Это как радиация, вот, ужасная радиация от него идет. И ему, конечно, тут чиститься, каяться, причащаться, не знаю, в святых местах жить надо. Вот хорошо бы было, если бы он в монастыре пожил, и действительно вот тяжелой работой, постоянной молитвой искупил вот все свои вот эти грехи, прегрешения. Но у кого-то, кстати, так и будет. Ну, может быть, не дословно, но мужчина через вот эту ужасную ситуацию так и в веру придет, да, уверует, хорошим человеком станет. Так может быть. Что касается вас, мои хорошие, я вижу, что вам идет тут очень мощная компенсация по поводу всей этой ситуации. За разбитое сердце, за вашу доброту, за ваши страдания. Смотрите, у вас два рога изобилия. Вот один поменьше с правой стороны, а второй побольше с левой стороны. Но тот, что поменьше, это касается денег, работа, деньги, условия, обустроенность. С правой стороны совсем скоро будет. То есть это то, о чем вы мечтаете, то, о чем вы думаете. Вот оно к вам придет. Придет, прям на голову свалится. А то, что с левой стороны, это сюрприз. Это то, чего вы совершенно не ждете, но то, что сделает вас невероятно счастливой женщиной. Девочки, не могу сказать, что это будет. Вот вы все разные, не хочу тут сидеть и гадать. Пусть это будет для вас сюрпризом. Я лишь только могу сказать, что этот большой рог изобилия на вас прольется в следующем году. Где-то вот серединка года, смена сезонов, когда происходит, вот на вас прольется этот огромный рог изобилия. Девчоночки, прекращайте себя винить. Вы такая, как вы есть, вы идеальная, вы хорошая женщина. То, что вам, ну, вот такой персонаж попался, ну, никто ж не застрахован, Господи, никто ж от этого не застрахован. Вы свое уже отстрадали, просто отстрадали. Сделайте, как я сказала, помолитесь за него, и поверьте, вам полегче станет, полегче. Так, давайте теперь на оракуле посмотрю. Посмотрим, значит, на мужчину. Вот, смотрите, видите, у меня клевер перевернулся. Это знак счастья, большой удачи. Это для вас, мои хорошие. Это вам показали. Все, что я вам про эти рога изобилия сказала, так оно и будет. Даже не сомневайтесь. Вы мне еще спасибо скажете. Так, давайте посмотрим. Давайте. Он, она, вы. Так, он. Сила есть, ума не надо. Карта медведь.
Я же говорю, хорошим человеком он был рожден. Но почему-то прям таким, ну не медведем, а козлом, девочки, козлом стал. Да, пошел по легкому пути. Конечно, быть хорошим это тяжело, это же работать надо, сопротивляться, не сдаваться. Да, а козлячьи тропки, они ж намного легче, проще. Прыг тут, прыг там, вот и все. В капусту залез и чувствуешь себя счастливым. Девчоночки, у него шанс есть исправиться. Да, такая у него судьба. Надо преодолеть горы, косогоры, и пройти, как говорится, и огонь, и воду, очиститься морально и физически, и стать тем, кем он все-таки рожден. С возрастом этот мужчина будет становиться все лучше и лучше, все серьезнее и серьезнее, все выносливее и выносливее. Вот. Придет тот день, когда он будет готов на любую жертву ради вас, ради детей, ради близких. То есть себя жалеть не будет, а вот все на семью, все для семьи. Но этого момента дождаться надо. Вот так, мои хорошие. О, любовница, да? А у нее-то много секретов. А ой, как много секретов. Видите? Она не так проста, как мы тут с вами увидели. Там явно что-то за ней кроется. Знаете, мне почему-то вот пришла информация, что она еще какая-то преступница. Помимо того, что она путана, так она еще какая-то преступница. Вы знаете, эту женщину, я так понимаю, судить будут, может быть, даже и не один раз. Вы еще очень много о ней узнаете, очень много. Опасный она человек, очень опасный. Ой, ой-ой-ой-ой, много информации про нее пройдет. Ничего хорошего ее не ждет, поверьте. Вы. А у вас книга вышла, а у вас книга, а у вас знание, а у вас мудрость, испытания. Вот то, что вы пережили, это ж такое сложное испытание было. Вы по книге такой удар на себя взяли, удар. Но у кого-то из вас отыграется, что вы родовую карму прошли. Возможно, в вашей семье, вашей мамочке, там бабушки, прабабушки, прапрабабушки, да? Кто-то из женщин тоже вот прям как сталкивался, да, с изменами, там мужья гуляли, там бросались с детьми. Ну, вот как цикличность была, повторялись циклы. А вы ведь закрыли, вы ведь прошли, вы выстояли и вы закрыли. Это испытание было родовым, вы его закрыли. Поверьте, вот после вас ни ваши дочки, внучки, там правнучки, прапраправнучки, уже никто не испытает на себе боль измены. Никого никогда не оставят, не бросят и не променяют. А все благодаря вам. Вы уникальная женщина, очень уникальная. Тот опыт, который вы получили, те испытания, которые прошли, поверьте, это не наказание, это скорее как действительно возможность обнулиться в своих каких-то там ошибках, заблуждениях, переживаниях, да, и все начать с нового листа. Вот сесть и писать свою книгу судьбы, свою книгу будущего. Мои хорошие, все будет замечательно, поверьте, вас судьба не обидит. То, что мужик обидел, то, что эта любовница обидела, ну так они за это расплатятся сполна. У вас судьба, наоборот, наградит. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Берегите себя, девочки, берегите, любите себя. Ой, вам есть ради кого жить. Живите дальше, живите, улыбайтесь и будьте счастливой. Всем пока-пока.